Приветствую вас на телеканале Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Сегодня мы в студии Ева у Евгении Щукиной. Снова не опять основа, да, Женя, здравствуй. Здравствуйте. Сегодня мы будем, еще раз повторюсь, уже не всегда интересные творческие мастер-классы, с которыми она готова делиться с вами, наши телезрители. И сегодня тоже будет такой очень красивый, модный мастер-класс, я бы назвала, да. Это у нас подвесы, которые вот лежат на столе, подвесы-брелки. Да. Сейчас они вот в тренде, да? Они сейчас уже в течение 2 лет очень популярны. Ну, то, что их сейчас, как сказать, дизайн уже продумали, и мы уже немножко делаем с якутским колоритом тоже. Ну, чтобы тоже были подвесы не только у молодежи, но и еще разного возраста, да? Ага. Потом... То есть это можно цеплять там на сумочку, на рюкзачки, да, можно ключи. Кто-то на ключи, да. И также можно, кстати, очень оригинальный подарок сделан своими руками. Это мы сейчас вложим душу туда и подарим. Посмотрите, какие они все разные, то есть есть и в классических цветах, да, то есть черно-белые какие-то, да, и вот уже ближе к лету, да, можно что-то сделать поярче, да. Ну и, как говорит Женя, все очень просто, сейчас мы это проверим. Да. Все просто, но не просто. Но не Нет, просто. На самом деле все просто и очень просто. Так. Ну, поехали, да? Поехали. С чего начинаем? Что нам потребуется? Да. Это вот стандартные такие уже, да, я вижу, так понимаю. Да, мы сейчас дизайн составляем. Преимущество вот этих брелков-подвесов, здесь можно любой дизайн делать, они будут всегда эксклюзивные, потому что мы под свой цвет, вкус и форму подбираем. Сейчас мы сделаем немножко с нашим якутским колоритом, используем такую фурнитуру, где тут символизирует типа здоровье, оберег. Немножко они такие будут у нас как с эзотерикой, типа оберегающие. Для этого нам потребуются вот такие карабинчики. Карабины бывают разных размеров, форм, с покрытием тоже разным идут. Как здесь вот можете заметить, формы тоже бывают разные. Но мы используем вот такие классические круглые, они тоже вот. Если вы, наверное, увидите люксовые, люкс это когда у нас идет такие прочные, мощные и хорошее покрытие самого кольца, потому что он не обтирается. Еще как гипоаллергенно они идут. Так, ну что ж, мы начнем наш дизайн. Катя, ты будешь сама себе сегодня подвес делать, с которым ты уйдешь. Это будет твой как оберег. Мы используем, вот в твоем случае это агат будет, черный и белый, да, дизайн. Также мы туда добавим различные начинки гематита, какую-нибудь подвеску. Подвеску мы, наверное, сделаем сердце. Очень люблю сердечки. Ну и сделаем, добавим различных хрусталь. В общем, здесь просто на твое воображение, как хочешь, так его и собираешь. Я просто буду тебя направлять, чтобы там где-то был контраст, да? Не переборщили в чем-то или не доборщили, да? Короче, регулировщик соли, да, в супу. Так, все было в меру, да? Так, ну, начнем. Так, берем наше колечко, пока его убираем в сторону. Составляем дизайн. Смотри, ты можешь составить дизайн вот с камушками, да? Можешь также сделать типа белая, черная сторона, или как-то сочетать, допустим, черная, тут одна беленькая, или тут 2 беленьких, одна черная. Ну, какой ты хочешь дизайн. Давай одна сторона черненькая. О, сейчас здорово. И одна белая будет. Ну, это тоже сейчас типа инь-янь, стиль такой. Для начала мы складываем дизайн. Между ними мы можем добавить вот такие различные бусины. В нашем случае будут вот такие гематитовые блинчики. Мы добавим их со всех сторон. Так, где-то здесь. Здесь давай какую-нибудь большую бусину хрустальную. Давай. Ты можешь цветку выбирать. Ты выбирай, ты примеряй. Ой, красиво, да, вот это вот мне нравится. Ты можешь все, как сказать, примерять. Здесь. Классно, да? Очень. Даже здесь можно где-нибудь добавить серединки, чтобы для контраста. Вообще можно круглую. Можешь круглую, можешь такой же формы. Здесь нету такого какого-то прям определенной формы, типа здесь
именно должно так, именно так. Чем креативнее, тем эксклюзивнее, да? Да, Смотри, как уже мне красиво, очень да? нравится, да, очень красиво. Так, и теперь наш самый... Леска, да? Это ювелирный тросик, это наш самый необходимый материал, потому что при помощи него мы будем сейчас собирать наше украшение. Так. Про ювелирный тросик мы уже в предыдущих программах тоже, тоже его затрагивали, эту тему, да? Так, смотри, мы можем закрепить сразу на наш брелочек тросик, но здесь он будет смотреться не так эстетично, тогда мы будем его заполнять на колечки. Обязательно должны проверить, подходит ли колечко в наш карабин. Но если он не подходит, тогда мы берем другой способ. Кольцо заходит, тогда можем легко тут начинять. Берем наш кримп. В нашем случае кримп вот такой идет, который зажимная бусина тоже называется. Делаем петельку, просовываем обратно в бусину нашу, затягиваем. Немножко оставляем место, чтобы кольцо было тоже в свободном доступе. Это для того нужно, чтобы наш тросик не протерся. Теперь берем плоскогубцы, плоскогубище. Все, здесь мы зажали. У нас вот такой вот эстетичный получился начало нашего брелочка. Здесь мы делаем обязательно переходящую бусину. Вот мы гематитовый диск используем. И обязательно хвостик должен уходить в бусины. Смотри, как очень красиво, прятаться, да? Да, все, и пошла. Теперь по рисунку вот так начинываешь. Теперь, так, смотри, у тебя дизайн же там еще идет, да? Блинчик через каждую эту пропускаешь. Мне вообще нравится, что у вас здесь все на месте, это как бы создаете работы, да, какие-то, тут же можно их выставить на прилавок. Да, реализовать. Ты говорила, можно. что вот эти вот брелки очень хорошо расходятся, да? Да, вот мы по сути, у нас тоже такой принцип есть, мы иногда делаем образцы, чтобы показать мастерам, ну или вообще покупателям, какие у нас есть материалы. И они вот могут, допустим, посмотреть, типа... Очень удобно. Да, так, я хочу типа такой брелочек, там, подвес сделать. Ну, те, кто не может, они могут у нас записаться и обучиться прямо на месте. У нас вот тоже есть возможность всему научиться. Сейчас нужно просто желание и время, как я всегда говорю. Энергия, да, еще. На улице, кстати, у нас дождик. Да, кстати, такая погода, мы уже это говорили, да? Хочется, наоборот, в такую погоду что-то, наверное, создавать, что-то рождать. Что-то реально создавать красоту. Так, первую мы уже сделали. Вот такая у нас еще получается. Красота. Покажи. Вообще шикарно. Теперь мы будем оформлять серединку нашу. Так. Сейчас мы оформим нашу серединку, и мы туда добавим наши якутские подвесы. Мы их тоже... Мы можем сделать их через цепочку, также мы можем их сделать через просто... через тросик ювелирный. Мы сделаем через тросик, но туда мы добавим эти бусинки. Давай вот эти посмотрим, как будет. Вот так будут они висеть, типа. Ну, под цвет вот этого. Тогда нам опять же нужен будет кримп. Зажимные бусины. Через тросик мы опять же сделаем махинацию с нашим кримпом, да? Кримпом, нам потребуется опять же петелька. Мы уже будем здесь делать начинку. Между в серединке вставляем наш тросик. Опять же продеваем и закрепляем. Через диски тоже сделаем наши блинчики. Так, блинчик, и потом опять гематитовые наши рифленые бусины. Сейчас блинчик. Сейчас блинчик, и потом вот эти гематитовые. Давай здесь, знаешь, как сделаем? Мы сейчас сделаем
через крем. Так, хвостик наш прячем тут. Сейчас тоже через крем сделаем петельку и потом как отдельный подвес сделаем сердечко тоже. Через карабин. Ага. Или через пин. Так еще сказать, мы в тренде, да? Так. Под корешок удаляем. Так. И опять же зажимаем нашими огромными плоскогубцами, гигантами. Кстати, очень удобно, оказывается. Мы вам покажем. Да, мы вам покажем. Смотри, как классно, да? И тут сейчас нам потребуется вот такой пин, это вот с шариком идет. Вставляем его в сердечко. Теперь нам нужно будет откусить, ну, убрать лишнее. Примерно с подушечку нашего пальчика. И круглогубцами мы закругляем. И хвостик прячем в бусинку. Так, сейчас, тут, когда, если слишком маленькая дырочка, то мы вставляем вот такой крем. По сути, вот эти украшения собираются очень быстро, но есть как бы один нюанс – это дизайны. Но если у тебя дизайн уже готов, то там быстрее процесс работы идет и быстрее сам этот… Иногда же бывает вдохновение, но нет материалов. Бывает, хочется какой-то цвет. Из-за этого вот, этим самым как бы мне нравится наша мастерская, то что тут можно любой цвет, форму подобрать. Все, что надо. Да, и мы тут, девочки, вот у меня мастера, они вот тоже могут все как бы с места, да, не надо бегать по городу, собирать. Все под рукой, да? Все под рукой, да. Вот даже сейчас мы делаем сложные дизайны, несмотря на то, что, ну или благодаря тому, что все есть. Видишь, как я прочно закрепила, что теперь еще качество. Да. Качество. Ну, вот прям как готовый вот продукт. Да, как продают уже вот. Большинство людей заказывает же готовый, на самом деле можно самим все это сделать. Все, вот такой вот у нас получился. Да. Классно. Вообще красиво. Так, мы еще якутский же хотели добавить, да? Так, можем якутский добавить, пускай он свисает, и здесь капельки 2 сделать. Так, ты также тогда собираешь. Сейчас тебе сделаю петельку, чтобы она это… такой же будет принцип у тебя. Сначала одеваешь, давай оденешь. Вот такой дизайн сделаешь. Блинчик, потом опять вот эти 2, вот так 2. Пускай чуть подлиннее будет она. Собираешь. Сначала? Блинчик. Потом 2 штучки, блинчик, 2 штучки. И закончишь там 3 тогда. Вообще заметил, какой процесс это, да? Приятный такой. У нас, когда приходят на мастер-класс, они всегда погружаются в эту атмосферу творчества. И действительно, они говорят, мы забываем как будто про все проблемы. Да, про все ни о чем не думаешь, да, просто. Вообще, и такое, говорит, умиротворение, спокойствие. Мне кажется, вот творчество это как тоже состояние души, спокойствие, гармонии где-то, да? Ты успокоилась? Я успокоилась. Давай посмотрим, чтобы она чуть-чуть была длиннее нашей вот этой. Еще, наверное, добавим. Давай. Давай еще добавим. Давай 3 сделаешь, потом 2, потом опять. Или вот так 2. Пускай по 3 будет. Удлиним ее. Теперь также через крем его закрепим.
Кримп. Кримп, зажимная бусина. Мелкая она. Она, да, очень мелкая. Ну и в этом преимущество тоже есть. То, что ее не слишком видно в изделии. Чуть-чуть мы ее тоже сделаем такой, ну, чтобы она была посвободнее. Теперь закрепляем наше якутское украшение. Да? Если что, их можно, кстати, менять, убирать. И, сменные, да? Сменные можно их. Эти Не обязательно, чтобы... висюльки. Да, захотел, там поменял. Так. Да, здесь вот, кстати, преимущество в том, что нужно мелкие детали все время фокусироваться на это. Наверное, вот кто, наверное, плохо видит, им, наверное, нужны очки, да? Да, работа вообще с какими-то мелкими деталями, она всегда, конечно, требует фокусировки. Да. Ну, хотя у нас вот мастера, которые приходят, или даже ученики, они многие бывают тоже, ну, где-то плохо видят, но они такие шедевры делают потом. Еще, когда домой им даешь задание отработать, они через уже часа два отправляют классные работы. Быстренько там чук-чук так. Еще потом пишут, у нас, говорит, заказы уже поступили. Увлеченно вот в процесс как-то входит, да? Да, хочется сразу уже, закончить, наверное. Хочется уже, как сказать, продать их. Это когда... Так, возьмем наше колечко, нанизаем на низ. Если тебе поднадоест, ты с легкостью можешь это снять все. Удобно, да, так? Так, и мы сюда сделаем 2 капельки, еще закрепим. Так, мы их закрепляем. Так, сделаем их через эти тоже колечки, потому что тут слишком толстенький этот у нас камушек. Так. Вот уже ювелирная работа называется. Все это скреплять, соединять, чтобы она подошла еще. Наверное, будет. Мы опять же выбрали самый сложный дизайн. Ну все просто, да? Не ищем легких путей, да? Ну что, вот с помощью Жени у меня получилась вот такая красота, а у Жени вот за считанные минуты вот такая красота, да? Из натуральных камней мы сделали. Очень красиво. С якутским колоритом. Да. Вот так вот рождаются идеи, шедевры. Да, все вот, как говорила Женя в начале, все буквально на ходу там, да, импровизируешь, создаешь. Да, и вот в итоге получаешь такую красоту, ну вот как уже товарный вид сразу же, да? Да. Как будто где-то в магазине пошли купили. Или заказали там, да? А вы можете это сами собрать. Да. Ну, я думаю, что вот в нашей передаче мы очень часто рассказываем, да, вот что такое кримпы, да, лески, вот эти тросики, да, специальные. Я думаю, что наши телезрители, ну и те люди, которые увлекаются творчеством, они наверняка в курсе. И, в принципе, там, если понять, не составляет труда, да, как это все крепить. Да, ну, даже можно потом прийти в магазин, обратиться, вам уже помогут. Даже подскажут, да, здесь можете же показать помогут. Украшения, и вам уже все соберут. Здорово. Также можно и на мастер-класс тоже записаться, где вас обучат, покажут, вдохновят, направят по вашему стилю даже. Да. Это тоже немаловажно, потому что у каждого человека свой вкус, стиль. И вот. Ну, это важно, да.
Ага. И еще раз хочу подметить, что здесь вот в студии Ева помимо Жени работают еще несколько мастеров, которые вот всегда, как сказала Женя, подскажут, помогут, ну и проведут мастер-класс по вашему желанию. Жень, тебе огромное спасибо. Я, как всегда, ухожу не с пустыми руками, что очень приятно всегда. У меня очень много уже от Жени, да? Коллекция, как да, украшений каких-то очень, и все они носятся всегда с удовольствием. И в пир, и в мир, как говорится. Это и память, да? Это, конечно же, о наших мастер-классах, о наших встречах. Жень, тебе огромное спасибо. Пожалуйста. У нас на очереди еще следующий мастер-класс, который вы увидите в одном из следующих выпусков нашей программы. Да. Оставайтесь на нашем телеканале.